В эфире программа «Новости». Расскажем о самых заметных событиях к этому часу. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. 10 тысяч домов попали под проект социальной газификации и пользуются природным газом. Коллектив детского сада «Бегик» Нербинского района успешно внедряет методику изучения народного эпоса «Лонхо». Подробнее о традиционном методе. В Амгинском Улусе прошел республиканский турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Пахомова. О соревнованиях. Сегодня днем паром с пассажирами застрял во льдах на реке Вилюй. По предварительным данным, выполняющий рейс из села Хоро в село Верхневилюйск по пути застрял во льдах. Позже он смог возобновить движение и доставил пассажиров в пункт назначения. По информации надзорного ведомства, пострадавших нет. Прокуратура оценит действия перевозчиков по соблюдению требований законодательства о безопасности судоходства. 14 октября будет последний день навигации паромом. Далее переправлять пассажиров будут с помощью 3 ирбисов. Министерство образования республики продолжает оказывать поддержку участникам СВО и членам их семей. В этом учебном году 515 детей военнослужащих пошли в первые классы. Горячим питанием обеспечили почти 4000 школьников. Больше 2000 путевок для детей выделили в организации отдыха и санаторно-курортного лечения. А студентам из семей военнослужащих назначаются повышенные стипендии. Такая льгота предоставлена почти 1000 человек. 391 ребенок зачислен в первоочередном преимущественном порядке в группе продленного дня в организациях начального, основного и среднего общего образования. Освобождение от платы, взимаемой с родителей за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательных организациях, реализующих программы начального, общего, основного, общего и среднего общего образования. Но этой мерой воспользовались 486 детей. Программа социальной газификации в Якутии продолжает работу по подключению газа для домохозяйств. На данный момент уже ровно 10 тысяч домов попали под проект и теперь пользуются природным газом. Счастливчиками круглого числа стала семья Охлопковых, поздравить которых прибыл глава республики Айсен Николаев. Сама семья переехала в село Хатасы летом этого года. Для полного комфорта проживания их многодетного семейства они решили газифицироваться и обратились с заявкой в действующую программу. В конце сентября их дом уже пользовался всеми благами природного газа, с помощью которого они не только готовят еду, но также и отапливаются. Когда вы спрашиваете, как реализуется, мы в стране по рейтингу Минэнерго занимаем 7-е место. И 1-е место на Дальнем Востоке. Понятно, что темпы у нас достаточно высокие. И с момента социальной газификации 2021 года сегодня с участием главы был дан пуск в 10-тысячном домовладении. Это более 30 тысяч жителей республики улучшили качество жизни, потому что газ это все-таки дает тепло в первую очередь. Да? И для нас очень важно, что газификация идет полным ходом. В Алекминске прошел патриотический форум на тему создания условий для формирования активной личности гражданина и патриота. Инициаторами выступили активисты местного движения первых. Форум собрал патриотов Алекмы. Почетными гостями мероприятия стали ветераны боевых действий в зоне СВО. В современное время формирование активной гражданской позиции у школьников, воспитание чувства патриотизма и ответственности за будущее страны становится одной из главных задач. Об этом говорили активисты движения первых, юноармейцы, волонтеры. В заключение состоялся торжественный прием в ряды движения первых. Мы этим форумом хотим показать детям, как важно и нужно помогать нам сейчас вот в такое вот время. Наша цель – показать им пример мужества и доблести героев нашей Родины. С 20 по 31 октября будет проходить первый форум по обмену эффективными практиками реализации федеральной образовательной программы, дошкольного
образования в субъектах Российской Федерации. Одним из участников данного форума является коллектив детского сада «Бегик» Нюрбинского района. Их практика раскрывает наследие народа Саха через изучение героического эпоса Олонхо. Практику, которую они успешно внедряют более 35 лет, представят на форуме. Изучение народного эпоса Олонхо за все это время на примере детского сада «Бегик» показывает, что может развивать важные личностные качества и умения, многие из которых универсальны и применимы в повседневной жизни вне зависимости от национальности ребенка. Данная работа у нас ведется с 90-х годов по парциальной авторской программе УТУМ нашего ветерана в те годы старшего воспитателя Тамары Леонидовны Ильиновой. Практика посвящена формированию у детей чувства патриотизма, гражданственности и уважения к историко-культурному наследию народа Саха через изучение и восприятие образов, ценностей героического эпоса Олонхо. В Чурапче прошли юбилейные мероприятия по случаю 125-летия со дня основания больницы и 160-летия со дня рождения первого якутского врача Прокопия Сокольникова. Юбилейное мероприятие началось с открытия стелы в сквере Центральной больницы. Здесь увековечили имена участников Великой Отечественной войны, переселенцев Чурапчинской трагедии, почетных работников больницы. В этот день двум отделениям присвоили звание почетных работников. Так, в отделении лучевой диагностики присвоено имя врача-рентгенолога, отличника здравоохранения Якутии Егора Маркова. Детскому отделению присвоено имя отличника здравоохранения республики Прасковьи Тарасовой. В торжественной части юбилейного мероприятия наградили почетных работников в сфере здравоохранения. В этом году 125-летний юбилей мы увековечили память наших ветеранов, которые работали в годы Великой Отечественной войны, переселенцев, трагедии Чурапчинского района, заслуженных врачей, доноров и всех наших работников. И я поздравляю вас, всех жителей Чурапчинского района, наших коллег с этим знаменательной датой, с юбилеем, 125-летним юбилеем нашей больницы. В Татинском Улусе прошла презентация книги Анны Маякуновой «Татинский род Аросиных в истории Якутии». Анна Альбертовна – историк, исследователь, автор книг о дореволюционной якутской интеллигенции. Будучи студенткой под руководством Натальи Дьяконовой, уже в 20 лет издала свою первую книгу. Новая книга «Род Аросиных» основана на архивных данных. 3 главы посвящены Аросиным, зятю Алексею Кулаковскому и имевшему тесную связь с Аросиновыми автору словаря якутского языка Эдуарду Пекарскому. Вышла в печать после 4-5 лет кропотливой усердной работы. На презентации собрались потомки Аросиных, внучка Эксюкюляха, краеведы, музееведы и учителя. Встреча с автором прошла очень душевно. Видимо, вот как раз среда, в которой они воспитывались, все это способствовало тому, что они взяли на себя в какой-то момент ответственность за свой народ, за народ Саха, и вот как-то попытались все-таки принять очень... Почему говорю попытались? Потому что вот советская власть, она все-таки оборвала, да, вот как раз то, что было начато. Но вот сейчас мы пытаемся все это восстановить и посмотреть на их работу, на их деятельность, на их вклад в историю Якутии уже с другой стороны, и изучать это, исследовать, и все это передать нашим будущим поколениям. 80-летие отмечает этнограф Вильям Яковлев. Он стал известен благодаря своим многочисленным исследованиям якутской культуры и истории. Вильям Яковлев является автором более 50 статей и 7 книг. Львиную долю своей исследовательской деятельности Яковлев посвятил СРГ. И именно якутская канавязь легла в основу уникальной выставки, открывшейся в музее имени Ярославского в столице республики. Экспозиция представила найденные этнографом СРГ 19-го, начала 20 веков, и это лишь малая часть, которая хранится в фонде музея. Выставка продлится до начала ноября. На самом-то деле вот именно экспонатов и там объектов, целых материалов, которые были собраны Вильямом Федоровичем Яковлевым, они очень обширные, да, вот. И даже, не побоюсь этого сказать, да, вот, нет человека, который вот исследовал СРГ, да, вот, в таких огромных масштабах.
В этом году Горный Улус отмечает столетие со дня рождения Михаила Егорова, заслуженного работника культуры Якутской ССР и РСФСР, кавалера ордена «Знак почета», талантливого певца Тою Ксута и выдающегося драматического артиста. Культурно-досуговый центр имени Михаила Егорова в Бирджигистяхе на днях открыл новый творческий сезон, представив театрализированное представление «Джол Тага». В мероприятии, посвященном столетию со дня рождения Михаила Егорова, приняли участие 100 певцов и 100 танцоров, поразив зрителей. Программа вечера стала еще более особенной благодаря опоре на запись на опере. На запись концерта, организованного в 70-летию Михаила Егорова и исполнению его песен. Средства, собранные в этот вечер, были направлены на помощь нашим землякам, участвующим в СВО. Все зрители очень довольны, и в нашем театрализованном представлении приняли участие наши творческие коллективы нашего села и нашего центра досуга, и мы очень благодарны им. Якутск стал одним из 5 городов, принимающих второй фестиваль индийского кино. Показы проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Владивостоке. В кинотеатре «Лена» зрителям представили 2 художественных фильма «Пушкара» и «Милан Талкис». Каждый из них отражает культуру и традиции через кинематограф. Цель проведения является укрепление культурных связей и дружественных отношений между Россией и Индией. Кинофильмы являются главным способом взаимодействия между странами, которые передают культурную информацию друг другу. Индийский кинематограф является международно признанным и транслируется по всему миру. И сегодня будет транслироваться и в Якутске. В эти дни в селе Амга Амгинского улуса прошел республиканский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР, 3-кратного победителя первенства России, 2-кратного призера СССР Дмитрия Пахомова. Среди юношей 2012-2014 годов рождения. На соревновании приняли участие более 100 юных борцов из 5 улусов и города Якутска. В течение 2 дней спортсмены соревновались в 10 весовых категориях. Главным судьей соревнований выступил судья международной категории Аркадий Тасыгин. Все спортсмены приехали подготовленные и показали высокий уровень схваток. Как отмечают организаторы, в дальнейшем турнир станет для них еще одним важным опытом перед большими соревнованиями. Так, победители и призеры были награждены специальными призами от семьи Пахомовых. Турнир проводится среди юношей в возрасте 12-13 лет. Это мы во 2-й раз проводим. Всем улусам, которые переехали командам, большое спасибо. Наш отец является одноклассником Павла Павловича Пенигина, Александра Николаевича Иванова. Это они тоже здесь сегодня с нами. И сегодня с нами его одноклассники, друзья, товарищи. Поэтому мы от семьи Пахомовых благодарим их за приезд. Это были все новости к этому часу. До встречи в следующих выпусках.